Опыт работы культурно-досуговых учреждений культуры Чурапчинского улуса. В начале марта 2020 года учреждения культуры были или закрыты на неопределенный срок, или программы проводимых ими мероприятий были радикально сокращены, а выставки и представления были отменены или перенесены на более поздний срок. В ответ на это предпринимались активные усилия по предоставлению альтернативных или дополнительных услуг с помощью цифровых платформ. Широкое использование получили онлайн-технологии в области культуры. Следующий 2021 год также оказался непростым для сферы культуры. В период тотального локдауна учреждениями культуры пришлось адаптироваться к новым условиям. Вся деятельность учреждений культуры по сей день осуществляется на основании нормативно-правовых актов по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Учреждения руководствуются методическими рекомендациями, содержащими нормы и требования по профилактике новой коронавирусной инфекции. В Чурапчинском улусе функционирует 18 культурно-досуговых учреждений. Время диктовало поиск новых форм работы, включающих смену форматов традиционных мероприятий. В настоящее время культурно-досуговые учреждения продолжают работать в режиме онлайн и офлайн. Для своих посетителей они используют новые формы работы, реализуют различные онлайн-программы и пробуют дистанционный формат взаимодействия с посетителями. Онлайн-трансляции, виртуальные выставки, акции в соцсетях, онлайн-конкурсы, показы мастер-классов, записи концертов, спектаклей и культурно-массовых мероприятий и еще очень много всего, чтобы разнообразить ежедневный культурный досуг населения, не выходя при этом из дома. Одними из основных сложностей, с которыми столкнулись учреждения культуры, являются технические проблемы, связанные с переходом в онлайн-формат предоставления услуг. Недостаточная оснащенность оборудованием, например, веб-камер, записывающей аппаратуры, плохое качество интернет-связи, а также отсутствие у ряда специалистов условий и опыта работы в дистанционном формате. Экспериментальные формы дистанционной работы первым активизировал районный дом народного творчества АЕЛГ. С учетом опыта АЕЛГ был получен ощутимый толчок для дальнейшего интенсивного развития дистанционного формата работы, в первую очередь в части укрепления цифровой трансформации учреждений культуры. Технический отдел Дома народного творчества АЕЛГ для учреждений культуры не только улуса, но и республики проводил обучающие семинары по цифровым технологиям, делился опытом по использованию имеющихся и внедрению новых форматов дистанционной работы. Тем самым по улусу увеличилось освещение своих мероприятий в социальных сетях, появились новые синтезированные проекты с участием интернет-ресурсов. Во время пандемии свою деятельность начал коворкинг КИМ. Деятельность коворкинга многогранна. В основном открытое офисное пространство, которое сотрудничает, предоставляет место общественникам, любительским формированиям, клубам по интересам. Также проводятся различные проекты районного дома народного творчества АЕЛГ. Ток-шоу «АЕЛГ Растыллар», женская передача «Чашка», передача «Туссана» и другие. Хочется отметить систематическую работу прямого эфира студии «Иргатула», которая с целью поддержки вокального творчества собрала вокруг себя многих исполнителей, авторов-песенников, активных участников художественной самодеятельности нашего улуса. За 2 года автор проекта Элеонора Дьяконова приняла около 20 гостей на передаче «Иргатула». В последние годы кулинарные шоу стали одним из самых надежных жанров дистанционного формата. Прямой эфир «АЕЛГ Настыхка» каждый раз собирает большое количество просмотров, тем самым привлекая аудиторию. С целью изучения состояния и поддержки сенокосных угодий летом 2020 года в горячую сенокосную пору по сенокосным звеньям и крестьянским хозяйствам работала агит-бригада с главой улуса Андреем Наговицыным. Из наиболее зрелищных реалити-проектов называем конкурс среди поваров, любителей кулинарного искусства «Бастын Исчет» и реалити-шоу «Битва дизайнеров». В период пандемии стартовал открытый республиканский музыкальный фестиваль инструментального исполнительства «Голден Лорд». Фестиваль проводился в заочном формате при содействии районного дома народного творчества АЕЛГ и собрал много талантливых, влюбленных в музыку людей разных возрастов из 16 улусов города Якутска и пригородов. За 2 года всего приняли участие 430 участников.
Значимым достижением в деятельности наших коллег является то, что районный дом народного творчества АЛГ стал одним из победителей всероссийского конкурса Министерства культуры Российской Федерации «Дом культуры. Новый формат». Делегация с Управления культуры и АЛГ 2 ноября прошлого года приняла участие на награждении победителей в городе Москва. Основной целью домов народного творчества, центров досуга, культурных центров является совместное проведение досуга, что в культурном и интеллектуальном аспектах развивает личность. Работа в онлайн-режиме является еще одной формой работы организации. Разрешите представить часть деятельности сельских культурно-досуговых учреждений во время пандемии. Культурно-досуговые учреждения в дистанционном формате в основном проводили такие мероприятия, как онлайн-конкурсы, дистанционные тематические мероприятия, участвовали в российских акциях, флешмобах. В период пандемии большинство сделали акцент на одну из фундаментальных работ – упорядочение, сохранение, популяризация культурного наследия аудио-видео фонда. Организовали съемки сериалов, художественных документальных фильмов. Несколько КДУ сняли клипы участников художественной самодеятельности. Одной из инновационных форм является формат телепередач или телешоу. В условиях социального дистанцирования самыми популярными площадками стали YouTube, Zoom, Instagram, Google Service, официальные сайты учреждений, в которых пользуются самые разнообразные формы удаленного взаимодействия с населением. Количество посетителей в цифровом ресурсе за 2021 год составляет 51 290 единиц. Несмотря на эпидемиологические ограничения, в культурно-досуговых учреждениях ведется активная и успешная деятельность по привлечению дополнительных финансовых средств. Продаются билеты на онлайн-мероприятия, организуются открытые дистанционные конкурсы, проводятся различные тематические акции, розыгрыши. Очень важно уделить внимание увеличению показателей объема средств от приносящей доход деятельности и иных привлеченных средств. Клубные формирования и в период пандемии продолжают являться важным инструментом выявления творческих дарований, давать плодотворные и значимые результаты, создавать необходимые условия для личностного развития, художественного творчества и профессионального самоопределения. В 2020 году действовало 305 формирований с охватом 4270 участников. В 2021 году работало 348 формирований с охватом 4675 человек. С целью содействия формированию культурного пространства и распространению лучших достижений клубные формирования активно участвуют в онлайн-конкурсах различного уровня. Ярким примером является деятельность наших клубов. Самодеятельные коллективы, клубные формирования, народные коллективы культурно-досуговых учреждений продолжают поддерживать имидж своего учреждения на творческих конкурсах, завоевывая награды, поднимая планку исполнительского мастерства и сценической культуры нашего области. В условиях пандемии не прекращалась работа по привлечению на развитие сферы культуры грантовых средств. Так, 3 учреждения одержали победу в конкурсах на соискание грантов. Библиотека Пилёйского наследия стала победителем конкурса национального проекта «Культура» и выиграла сумму 5 миллионов рублей. Библиотека нового поколения «Айтал» презентовала свою деятельность 25 января. Некоммерческая организация «Чолбан» районного дома народного творчества АЛГ выиграла грант президентского фонда культурных инициатив проектом арт-галерея Пелагея Михайлова на сумму 2 миллиона 500 тысяч рублей. Открытие также состоялось 25 января. Культурный центр «Айылла» муниципального образования Чурупчинский наслед выиграл грант президентского фонда культурных инициатив проектом «Первый молодежный сельский кинофестиваль «Киносинтез» на сумму 1 миллион 700 тысяч рублей. В данное время проект поэтапно реализуется. Как бы ни сложилась ситуация в дальнейшем, на данный момент можно констатировать, мы не только адаптировали свою работу к новым условиям, но и достигли определенных успехов. Хочется выразить своим коллегам огромную благодарность и пожелать им не останавливаться на достигнутом, воплощая новые, интересные и креативные идеи.